Бүгін біз бардығыз Қырғыз Республикасының өнігісінің жаңы манилүү этабының күбілеріміз жана қатышуучуларыбыз. Біз сери позитивдүү өзгөрүүлөрдүн босогосунда турабыз. Мына ушул өзгөрүүлөрдү биз алып келишибиз керек. Сиздер билгендей, мен 22 жыл мамлекеттик кызматка арнадым. Бирок күтүлбөгөн жерден мен башка баскычка өттүм. 1 жылдан бери коомдук иштер менен иштеп, алектенип, эл менен, жаштар менен иштедим. Бул тажрыйба элдин көйгөйүн жана жаштардын үмүттөрүн жакшыраак түшүнүүгө жардам берди жана көптөгөн тыянактарды чыгарды. Региондордо жашап аткан тургундар тилге каршы көп көйгөйлүү маселелерге дуушар болууда. Өнүккөн мамлекеттерде жетишилген ийгиликтер бул бүт элдин аракетинин натыйжасы. Алар өз убагында билимге жана агартууга басым жасашкан. Инновация жана креативдик багыттар ишке ашырган өлкөлөрдө өлкөлөр ийгиликтерге жетишти. Биздин мамлекеттин калкынын 60%дан ашыгын жаштар түзөт. Биздин жаштарыбыз таланттуу десек жаңылышпайм, себеби алар жаңы категориялар менен ойлонушууда жана заманбап технологияларды ийгиликтүү өздөштүрүп жатышат. Биздин милдет заманбап ийгиликтүү жана адилеттүү коомду түзүү. Мы должны создать условия для развития креативной экономики, для реализации творческих идей, для того, чтобы защищались права интеллектуальной собственности, чтобы креативные идеи получали монетизацию. Во всех развитых странах делается упор на сегодняшний день на креативную экономику, на то, чтобы развивать именно регионы. В противном случае мы будем оставаться ресурсной страной, страной, поставляющей человеческие ресурсы для других государств. На сегодняшний день ведется постоянная борьба за человеческие ресурсы, за идеи, за творческих людей. И в этом процессе мы, к сожалению, остаемся на заднем плане. Наша молодежь вынуждена выезжать за рубеж. Она не может найти себя в нашей среде. Для этого нужно менять не только законодательство, но нужно менять и менталитет, и сознание людей. Для этого необходимо проводить расширенные программы по обучению нового поколения совершенно новым знаниям, которыми на сегодняшний день устремлены развитые государства. Большая часть развитых государств стремится уже к обществу 4.0. Нам важно усиливать внимание развитию регионов. Наши соотечественники трудолюбивые, активные, им необходима системная помощь. На сегодняшний день очень важно создать инфраструктуру, утраченную нами с советского времени, инфраструктуру, позволяющую поддерживать и укреплять процесс социализации населения в регионах. Наше преимущество — это наши граждане, природа и чистая вода. Необходимо привлекать и имплементировать технологии, которые позволят нам более эффективно использовать природные ресурсы, бережно их сохраняя, и это позволит нам привлекать инвестиции в регионы. На протяжении многих лет говорится о приоритете туризма, в частности. Если туризм для нас приоритет, то необходимо уделять большое внимание его развитию. Во многих странах туристической отрасли выделены преференции, осуществляется специальная политика поддержки, снижены налоговые сборы. У нас этого нету, на протяжении скольких лет об этом говорится, ничего в этом направлении не сделано. Сегодня говорили относительно того, что мы, к сожалению, находимся на самых последних позициях среди стран СНГ по вопросам ВВП. К сожалению, это так. И
здесь очень важно именно поддерживать бизнес. Бизнес, который является двигателем прогресса, малый, средний бизнес, является основой формирования любого бюджета, любого государства. Наши соотечественники за рубежом вносят огромный вклад в устойчивое развитие нашей страны. Нам необходимо не просто создавать рабочие места, но и способствовать поэтапному возвращению наших соотечественников из-за рубежа в Кыргызскую республику. Они обладают огромным потенциалом, у них накоплен уникальный опыт, связи, контакты. Они могут выступить эффективными мостами, которые будут сближать нас с другими странами, развивать международный бизнес и привлекать прямые иностранные инвестиции. К сожалению, у нас за последние годы, точнее за последний год, инвестиции не просто уменьшились, они ушли в другие страны, в соседние страны. И то преимущество, которое у нас имелось, мы его сейчас должны заново укрепить, заново пересмотреть, в том числе и законодательно. И наша команда, я думаю, которая сформировалась, мы сможем принести именно эти изменения. На международном уровне необходимо реализовывать в первую очередь основы на государственных национальных интересах взвешенную, прагматичную и последовательную внешнюю политику. Для устойчивого социально-экономического развития любого государства необходима, в том числе и для Кыргызской республики, диверсификация наших экономических связей со всеми нашими международными партнерами. Биздин командабыз күчтүү, тажрыйбалуу, жаратман. Келечегибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн биз бириктик. Көп жакшылыктарды алып келе алабыз деп тиренишим. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Өзгөрүүлөр бизден башталышы керек. Чоң рахмат.